Специалисты из разных сфер рекомендуют выполнять определенные ритуалы каждый день. Выпивать утром стакан воды, уделять 15 минут ежедневно чистоте дома, не забывать говорить приятные слова родным и близким. В этот перечень я бы добавила просмотр информационно-развлекательной программы «Студия-11» для формирования позитивного мышления. Всем привет, мы в эфире, и вот чем будет богата первая часть нашего инфозабега. Кто такие коми? Генрих Немчинов о красоте ижемского костюма. Тревожно, понимаем. Отец Иоанн оказывает безвозмездную духовную поддержку. Красивый и опасный. Отважный альпинист, наш земляк, покорил Эверест. Такая разная, многогранная коми всегда пленила своими видами. Особенно прекрасны наши горы. Говорят даже, что те, кто хоть раз вдохнул свежий воздух Урала и полюбовался этими пейзажами вживую, еще не раз вернутся насладиться животворящей природой северного края. На девственной, казалось бы, местности тяжело наткнуться на жилые селения, а вот фотографу Юрию Будильникову сделать это удалось. Как же гармонично вписываются чумы в горные пейзажи. Традиции оленеводства у ненцев переняли ижемцы. Олень – основа существования и главное богатство севера. Он дает человеку пищу, жилье и даже одежду. Народным костюмом ижватас в равной степени можно назвать и малицу, и яркий пышный наряд из шелка и парчи. Чуть больше расскажет Генрих Немчинов в своем проекте «Кто такие коми?». Первым делом рассмотрим традиционный женский костюм коми-ижемцев. Разделим информацию об одежде на 4 временных периода: детство, юность, зрелость, старость. Вот, например, детский костюм. Он яркий, заметный. Ижемский женский костюм от костюмов других районов отличался тем, что для его пошива всегда использовали покупные ткани – шелк, атлас и так далее. Ведь северная природа не позволяла выращивать на Ижме лен. Девушки примерно до 40 лет носили кофту-японку. Японка, потому что ткань привозили из Японии. А после 40 лет надевали сос. Если кофта может быть разнообразного цвета, то сос уже выполнен в едином стиле с сарафаном. У каждой коми-ижемки должен быть сырья-чешьян – рипсовый платок. И чем больше количество платков имеет девушка, тем лучше. Это показатель достатка. Рипсовый платок распространен и на русском севере, но отличие применении. У коми-ижемцев платок мог стать головным убором. Ижемские невестки поверх платка надевали нывьюр. На нем изображены символы, которые, как и принцип знакомства с костюмами, означают детство, юность, зрелость, старость. Одежда замужней женщины уже имеет передник. И цветовая гамма, если заметили, стала чуть темнее. Ведь важное правило ижемского костюма – чем моложе девушка, тем светлее костюм, чем старше, тем темнее. Разновидность пошива костюмов говорит нам о том, что ижемские мастерицы – креативный народ. Замужняя женщина до конца своих дней показывалась на людях с закрытыми волосами. Для этого надевали кокошник. Считалось позором, если женщина забудет головной убор. Также тот, кто снял на людях кокошник с головы женщины, платил ей большие деньги за оскорбление чести. Чтобы кокошник не терял форму на голове, вовнутрь клали и кладут поролоновый валик. Мужская ижемская одежда на удивление проста. Дерем по коми, по-русски рубашка, без тесьмы и вышивки, так как раньше на Ижме вышивкой не занимались. Все без исключения носили пояса, только завязывали по-разному. Женщины налево, мужчины направо. Пояс на ижемском диалекте будет «и». С объявлением частичной мобилизации уровень тревожности заметно вырос, и это естественно. В такое время важно найти опору. Отец Иоанн из Сыктывкара безвозмездно оказывает духовную поддержку всем, кому она сейчас так необходима. С ним пообщался наш северин.
Скажите, пожалуйста, когда началась ваша работа с родственниками мобилизованных граждан? Ну, работа велась, она уже как бы заранее, до еще 21 сентября ко мне обращались люди с тревогой, переживаниями по своим родственникам, ближайшим родственникам, которые уходили туда, на передовую. Но сейчас активнее, естественно, все это не могло не оказывать влияние на всех нас. Да, и теперь идут люди интенсивнее с волнением, тревогой, переживаниями. И я провожу индивидуальные беседы для них. С какими вопросами обращаются? Только с тревогой или какие-то еще мысли у людей? Чаще всего сейчас, кроме тревоги, ко мне обращаются люди, которые претерпевают разного рода такие нестроения в семье. Ссоры, вплоть до разводов. Да, статистика и так уже нам говорит, что все очень плохо. И 75% разводов в данное время в республике среднее. Но все равно, как-то сейчас... Видимо, может быть, осень повлияла, так или и еще плюс к этому мобилизация, да, но все равно, как будто бы, знаете, как будто бы контейнер, который есть у человека, он заполнился тревогой, и уже переживания по семье уже не выносит. И здесь все трещит по швам. Это говорит о том, что не хватает нам полной любви, не хватает нам внутреннего ресурса. Мы не готовы как бы отдавать, мы заполняем свою душу тревогой. Ну родственники мобилизованных приходят вам, как удается их успокоить, настроить на какую-то нормальную жизнь? Ну, на это есть свои техники, чтобы вывести из этого состояния. Все решаемо, вообще все решаемо в нашей жизни. Но важно понимать, что это не будет бесконечно. Оно где-то имеет свой конец. Начало и конец. Кроме этого, всем говорю, кто касается этой темы, чтобы мы создавали вокруг себя твердое. Чем больше мы делаем вокруг себя пустого, вот это тревоги, переживаний, новости, силой воли пытаясь что-то там изменить, ничего не решается. А наоборот, себя изводишь по этой теме. Нужно делать минимально какие-то вещи, которые тебя будут ресурсировать. Важен твой ресурс. Сегодня важен ты. Чем больше ты будешь в стабильности, в ресурсе, тем больше ты можешь другим помочь. И в первую очередь самому себе. Ну а как самому себе помочь? Может быть, заняться чем-то, отвлечься? Какие-то есть такие моменты? Вот я сейчас говорю такие универсальные вещи, которые, они банальные, но от них зависит вся жизнь человека. Чем больше он сам в мыслях своих делает твердое, то есть твердые мысли, твердые убеждения, твердые действия, это какие-то микрозадачи, которые от тебя зависят. Но все начинается с головы. Чем больше ты возвращаешься в сегодняшнюю жизнь, повседневную свою жизнь, тем больше у тебя возможности выйти из этого состояния. Ко мне приходила женщина, удивительно, у нас был тоже диалог. В конце она подводит такое резюме нашей беседы. Действительно, а что от меня зависит сейчас? Картошка, морковка, борщ, все. То есть надо стараться максимально делать то, что можешь ты, конкретно ты в этой ситуации, получается. Да, в данной ситуации. Если ты занимаешься тем, что начинаешь перемалывать какие-то косточки другим людям, как бы им правильно было бы жить, вот у нас какой-то инфоповод уже идет, да, это, наверное, тоже камень в огород информационного поля, что мы создаем вот этот тревожный контент, и действительно люди заражаются, и потом теряют себя, свой мир, а это нам нужно. Мир сегодня очень необходим, но он зависит только от тебя. И здесь нет волшебной таблетки. Здесь нужно все равно трудиться над своим умом, мыслями, которые тебе приходят в голову. Чтобы мы делали вокруг себя твердое, чтобы мы, как и уповали на Бога, но, как говорится, и сам не плашай. Вот от нас зависит многое. Мы можем передавать, конечно, свою тревогу Богу, но в то же время необходимо нам сегодня собраться мыслями и перестать уже тревожиться, перестать делать пустые вещи, которые никак не могут повлиять на сегодняшнюю тебя. Я желаю, чтобы наши семьи были твердыми, крепкими. Мира в семье желаю. Эверест не случайно называют крышей мира. Это самая высокая гора на планете, она возвышается почти на 8849 метров над уровнем моря. Пик на границе Китая и Непала считается одним из самых великолепных по красоте, но и самых опасных мест и покоряется далеко не всем отважным альпинистам. Среди тех, кто поднялся на Эверест, есть два наших земляка – Владимир Морозов и Георгий Шулепов. Причем Георгий, как многие, наверное, помнят, посвятил свое восхождение
столетию Республики Коми. Мои коллеги Светлана Макарова и Сергей Авдеев записали большое интервью Георгия Шулепова об Эвересте и подготовили уже вторую программу из цикла «Коми инкогнито». Мы видим уникальные кадры. Вид на Эверест с отметки 9232 метра. В середине октября этого года дрон китайской компании смог облететь вокруг самой высокой горы мира, которая по форме напоминает пирамиду. Впрочем, Эверест – это вызов не только и не столько для производителей беспилотников. Это один из опаснейших пиков для альпинистов. Рекордно низкие температуры, воздух с пониженным содержанием кислорода, частые обвалы и лавины. И то, что наш земляк Георгий Шулепов все-таки смог подняться на эту вершину, уверены журналисты Юргана, событие историческое. Мне кажется, что это важное историческое событие, потому что Георгий Шулепов поднял флаг Республики Коми на самую высшую точку планеты, на Эверест. Там были люди, которым пришлось спуститься за 100 метров до подъема, просто потому что они понимали, если они поднимутся, они не вернутся обратно на свою родину, потому что они умрут, у них не хватит кислорода. А он смог подняться, это очень круто. Высоту свыше 8 километров альпинисты называют зоной смерти. Организм там не живет, а медленно умирает, если без кислорода. По словам Георгия Шулепова, одного баллона хватает на 6 часов. А потом есть минуты полторы, чтобы поменять баллон с кислородом и не потерять сознание. Георгий Шулепов объясняет, насколько в высотном альпинизме важно рассчитать свои силы, когда повернуть назад, определить для себя точку невозврата. Когда идешь уже в зоне смерти, в голове вот у меня лично крутилось 3 мысли всего. Сколько у меня кислорода? Хватит ли у меня этого кислорода на спуск? В каком состоянии редуктор, который подает кислород, потому что он часто замерзает, мембрана у него. И все ли хорошо с маской? Вот видео, снятое на вершине. По словам Георгия Шулепова, на такой высоте кажется, что звезды не над головой, а где-то внизу. Ощущения непередаваемые. Обратите внимание, что все альпинисты фотографируются. Это не дань нынешней моде все фиксировать в социальных сетях. Есть обязательное условие, чтобы получить достоверный документ о восхождении на вершину мира, необходимо сделать фото лица без маски на вершине. Потому что без этого не дают сертификат о восхождении. То есть это требование Непала. На вершине нельзя поздравлять друг друга. Это табу. Поздравляют только в тот момент, когда спускаются в базовый лагерь. Потому что именно на спуске погибает больше всего альпинистов. Кому-то не хватает кислорода, а кому-то просто сил. Сил нет. Ну, не то что, а их вообще нет. Программу восхождения на Эверест из цикла «Коми инкогнито» смотрите сегодня в 20:00 на Юргане и 29 октября в 17:30 на ОТР. Мы тоже своего рода альпинисты. С приставкой «теле». Прямо сейчас небольшой привал, отдохнем и с новыми силами продолжим покорять информационные вершины. И снова привет! Если вы пропустили первую часть нашей программы, не расстраивайтесь. С интереснейшими сюжетами вы всегда можете познакомиться на нашем сайте или в группе ВКонтакте. Но сейчас вы здесь, а это значит, что ближайшие 10 минут мы проведем максимально позитивно. Вот что вы увидите буквально через мгновение. Уличные тренажеры. Эффективно заниматься спортом можно и бесплатно. Обмороки у детей. Когда стоит бить тревогу? Одеваемся красиво, подбираем яркие образы на каждый день. Повышение иммунитета, улучшение самочувствия, красивое тело. Это лишь малая часть приятных моментов, которые дарят нам регулярные тренировки. И я говорю даже не о профессиональном уровне. Любители тоже могут войти в активный ритм даже на обычной уличной спортивной площадке.
Кристина, здравствуйте. Расскажите о своем опыте работы в профессиональном спорте. Здравствуйте. Ну, вообще тренировки я сама начала уже 10 лет назад, а именно тренером я работаю в течение 5 лет. По каким направлениям тренируете? Я тренирую и в тренажерном зале, то есть являюсь тренером персональных тренировок, и также веду групповые тренировки, фитнес, растяжка, МФР, новое сейчас направление у нас вот так активно развивается в городе. МФР? МФР – миофасциальный релиз, либо расслабление. Ну, грубо говоря, самомассаж. Самомассаж? С использованием специального ролла. Понял. Да. Все, тогда понял. В данном случае вы нам пригодитесь как тренер персональных программ, то есть человек, который расскажет и покажет нам, что вот с этим всем делать. Но прежде скажите, вот ответьте на несколько вопросов. Люди сюда приходят побегать или на лыжах позаниматься. Обязательно ли им нагружать свое тело, давать нагрузки и на тренажер? Нет, я думаю, не обязательно. То есть это дело сугубо личное. Есть любители, особые такие любители тренажерки, которым вот нравится потаскать эти железки. Есть, например, легкоатлеты, да, для которых бег – это святое. А вот можно ли совмещать? И если можно, то лучше потренироваться на тренажерах после бега? Ну, вообще, я бы посоветовала в качестве заминки сделать пробежку небольшую, например, от 15 до 30 минут, и потом уже размятыми смело шагать на тренажеры. Лучше больший вес, но меньше раз, или меньший вес, но больше раз? В зависимости от вашей цели. То есть есть люди, которые хотят похудеть, при этом потянуть, да, мышцы, привести их в тонус. Есть люди, которые хотят набрать мышечную массу. Вот. Что для тех и этих? Если вы хотите набрать мышечную массу, то вы берете больше вес и повторяете на меньшее количество повторений. Если же вы, наоборот, хотите скинуть, вы берете минимальный вес и на максимальное количество повторений от 15 до 20 смело можно. Есть ли противопоказания к тренажерам? Ну, наверняка. Да, конечно, противопоказания есть. Как правило, то есть для этого и нужен персональный тренер, да, допустим, когда ко мне в зал приходит человек и говорит, что у него проблемы с коленями, мы сразу отметаем все приседания, любые движения на сгибание колена. Данный тренажерный комплекс рассчитан на все группы мышц? Да, в принципе, здесь есть все необходимые тренажеры для прокачки всех групп мышц. Есть тренажеры и на спину, и тренажер а-ля Смит для приседаний. Также можно подкачать плечи и сделать разминку, заминку, гиперэкстензию и упражнения на пресс. То есть это самый минимальный, самый необходимый комплекс. Да. С какого веса начинать? Я думаю, с минимального. То есть спорт – это дело такое, да, что перетруждать себя все-таки не нужно. Это должно быть во благо, во здоровье. А если я чувствую свою силу и прям сейчас я как первый раз как подниму этот вес? Я думаю, все нужно брать по своим возможностям. Хорошо. То есть так, чтобы вес был все-таки подъемный. Ясно. Обморок – момент пугающий и всегда неожиданный. Страшнее всего, если сознание теряет ребенок. Какие-то обмороки, по мнению специалистов, нормальные, а какие-то, наоборот, повод срочно обратиться к врачу за диагностикой. Порой такая патология – это явный предвестник серьезного заболевания. С доктором медицинских наук и детским кардиологом ФМБА России на эту тему пообщалась Евгения Кладкевич. Леонид Михайлович, вы изучаете синкопальные состояния, то есть обморочные состояния у детей. Главные причины, почему такая проблема у подрастающего поколения может возникать? Но основная причина обморочных состояний достаточно неопасная. Это или временное падение давления, бывает пульс. Но это все не приводит к каким-то жизнеопасным ситуациям. Бывают ситуации неврологические, хотя не так часто, как принято. Эпилепсия, другие неврологические проблемы. А в большей степени 80%, 85% это так называемые рефлекторные обмороки, которые я сказал уже. Падает давление внезапно, падает пульс. Это особенности вегетативной регуляции, особенно растущего
общего организма. А вот очень небольшая часть, но самая опасная, это так называемые сердечные обмороки, которые связаны с очень опасными нарушениями ритма сердца. А какие факторы этому способствуют? Наследственность, стрессы? Что может быть причиной? В обмороках благоприятных, которых я сказал, рефлекторных, прямой наследственности нету, хотя иногда бывает у родителей, чаще у женщин, кстати, у девочек обмороки случаются. Собственно, в чем причина-то обмороков? То, что временно мозг недополучает кислород, это по-научному называется транзиторная церебральная гипоксия. И вот когда он недополучает кислород, он дает просто команду, как компьютер, на отключение, потому что в состоянии обморока меньше потребления кислорода, он его легче переносит. Ну и опять же, мы по-простому понимаем, человек упал, у него пассивно переместилась кровь и, в общем-то, компенсировала ситуацию с недостатком поступления крови к мозгу. А некоторые такие общебытовые вещи, например, упал, судороги, пена изо рта. Вот что я говорю. Эпилепсия. И все поведут к неврологу. Но, между прочим, остановка сердца точно так же происходит. Судороги, пена изо рта, неврологическая симптоматика. Надо, в общем-то, все равно первым делом, конечно, снимать кардиограмму и вести к кардиологу, но который знает проблему. К сожалению, действительно, у нас эта проблема, которая активно изучается во всем мире. Не так много специалистов, и взрослых, и детских, которые ей занимаются. Да? Может сыграть такую роль еще, наверное, и наследственность. То есть если были какие-то сердечно-сосудистые заболевания у родителей, у родственников ближайших, то ребенка с ранних лет необходимо ли обследовать? Неважно, был у него обморок, случался он или нет. То есть это тоже может привести, наверное, уже к опасным таким случаям, когда обморок ведет уже и к летальному исходу, к сожалению. Ну, вы абсолютно правильно задали вопросы, потому что вот эти самые опасные обмороки, жизнеопасные обмороки, это как чаще всего наследственные заболевания сердца. Если в семье были случаи внезапной смерти молодых людей до 50 лет, ну, считается сейчас до 50 относительно молодые люди, вот, обязательно, это уже ребенок группы риска. Обязательно надо, во-первых, выяснять, от чего умерли по возможности эти родственники. Не всегда это очевидно, известно, потому что кто-то не обследовался, в старших поколениях не было, там, может быть, у них сделана кардиограмма, диагноз ставили так приблизительно. Тем более, если есть сочетание, у ребенка был обморок, и у него кто-то в семье до 50 лет внезапно умер, это однозначно ребенок группы риска. И поэтому, конечно, хорошо знать свою историю очень важно родителям, когда они идут к врачу. Что делать родителям, когда ребенок упал в обморок, то есть до приезда врача? Он не понимает, это обморок, который опасный, не опасный, но тем не менее, какие меры вот нужно предпринять мамам и папам? Да, это как раз типичная ситуация. Первое определить вообще, есть ли по возможности какая-то угроза жизни. Она чем определяется? Если ребенок дышит, если у него сердце бьется, что можно, не надо щупать пульс там на руке, там, ну, если опыт есть на шее, но так хотя бы ухо приложите к грудной клетке. Сердце бьется, дышит, вызывайте скорую и просто, ну, по мере сил там свежий воздух, откройте окно. Ну, вот это может и сахар упасть, это может и давление быть, это может быть и даже эпилепсия быть, и там все. Если вы приложили ухо и ничего вы не слышите, и ребенок начинает там синеть, например, да, вот, то это очень важно вот, просто овладеть приемами первой помощи. Ну, как правило, это компрессия грудной клетки, то, что раньше называлось непрямой массаж сердца. Да. 2 раза качнуть, так сказать, вот, грубо говоря. Вот. Это вы можете увидеть на огромном количестве сайтов. Вот у нас такая есть организация общественная «Хрустальное сердце». Там вот есть эти приемы, как это делать. Вот родители, конечно, должны знать свой алгоритм действия, оценить жизненные функции, умирает ли ребенок или нет. Бьется сердце и дышит, все. Ждите скорую, как говорится. Вот. Если маленький ребенок так обмяк, встряхните его. Вот. Ну, дальше уже, вот я говорю, работает сердце, все, ждите скорую. Спасибо большое. Да, обращайте внимание на состояние своего ребенка, вовремя проходите ЭКГ, это, наверное, самое важное, самое главное. Ну и, конечно, здоровья всем, да, и чтобы не было вот таких вот неприятных ситуаций. Спасибо большое. Спасибо. Осенью главными вкусностями на наших северных столах становятся не только грибы, овощи или ягоды. Особое место занимает мед. Он считается самым древним лакомством, а сегодня, пожалуй, каждый человек на Земле слышал о пользе этого уникального продукта пчеловодства. Мед укрепляет иммунитет, богат полезными для здоровья растительными соединениями полифенолами. В нем есть аскорбиновая и фолиевая кислоты, ряд витаминов, правда, чтобы получить их в достаточном количестве,
количестве этого лакомства придется съесть слишком много. Исследователи обнаружили, что мед может повысить уровень адипонектина, гормона, который поддерживает баланс жиров и углеводов в организме, повышает чувствительность клеток к инсулину. Еще один плюс – мед помогает снизить кровяное давление, нормализовать сердцебиение, положительно сказывается на холестерине в крови. Все это важные факторы для здоровья сердца и сосудов. А еще мед помогает снизить продолжительность и интенсивность кашля у детей, в том числе ночью, улучшая качество их сна. При этом не имеет никаких побочных эффектов. Однако при всех своих преимуществах перед рафинированным сахаром мед все равно следует употреблять с большой осторожностью и в умеренных количествах. Помните, он может вызвать аллергию. Также продукт не рекомендуют людям с диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. Есть несколько причин, почему многие девушки так любят ходить по магазинам. В первую очередь, это возможность примерить на себя новый образ. Во-вторых, покупки разгружают сознание. В моем случае к этому списку прибавляется еще и работа. Телевидение буквально требует разнообразия. Ветром шопинга меня занесло в торговый центр. Среди бутикового многообразия особенно выделяется такой, знаете, по-девичьи розовый шоурум «Мармелад». Ассортимент такой, что глаза разбегаются. Так, Алена, соберись, мы ищем стильные наряды для эфиров. Твидовые пиджаки, животный принт, яркие цвета. Это все самые свежие тенденции мира большой моды. Наша целевая аудитория – это в основном молодые девушки. И, конечно, они все очень стильные, и мы должны этому соответствовать. Мы регулярно отслеживаем все модные тренды. Это очень важно при подборе ассортимента для нашего магазина. Брючные костюмы, будто с мужского плеча, прочно вошли в гардеробы модниц пару лет назад. И сегодня спрос на них огромный. Интерес к двойке регулярно подогревают знаменитости, уверенно вышагивающие по красной ковровой дорожке в таких андрогинных нарядах. Хейли Бибер – королева брючных костюмов. Пожалуй, так легко и непринужденно их не носит ни одна звезда. Кроме того, костюм подойдет девушкам любого роста и комплекции. В этом деле главное – подобрать верный фасон. Для работы брюки и пиджак самое то. Берем. И выбираем дальше. Животный принт рычит и стучит копытами где-то с верхушки модного Олимпа. Но с ним главное не переборщить. Лучше разбавить модный рисунок однотонными вещами. Брюки, платья и юбки из кожи тоже сейчас на пике. Придают образу некую дерзинку. А самое приятное, что наряды здесь можно найти не только для телеэкрана. Вечеринка, учеба или свидание – неважно. Идеальный наряд в этих стенах вы подберете в любом случае. Главное, девочки, не забывайте, что за окном сейчас не май месяц. И неплохо было бы утеплиться. Забудьте про скучные пуховики. Украсят и вас, и ваш гардероб яркие курточки, теплые дубленки и стильные эко-шубы. Нам, девочкам, главное, чтобы было красиво и удобно. И актуально еще. В общем, этих «и» у нас еще много. По всем критериям одеться можно в магазине «Мармелад». Ой, ну что вы, не благодарите. Радуйте себя, дарите любовь своим близким и будьте здоровы. Наша программа подошла к концу, но обещаю, совсем скоро мы вновь встретимся в эфире. Это была «Студия 11». Пока-пока.